Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Прилетели еще 3 собачули из ППЖ. В Якутске начались морозы. Забирали гладкошерстных. Да, друзья, в день прилета не удалось снять видео в порту. Там была какая-то нервозная обстановка, неразбериха, поэтому собачуль Роман увез сразу на передержку. А это кто разговаривает, а? Не выдались. Коротколапая девочка Хашенька, молодая и только что попала в это заведение. Забрали мы ее, пока ее психика не сломана. Хорошая девчушка. Ой. Что-то чип мы не находим. Есть. Колбасу пускай. Прилетел и серый, истощенный мальчишка Леви, скелетик, обтянутый кожей. Как он жалобно тянул мордашку к человеку в клетке в ППЖ. Забрали, пока жив. Мраморного окраса девочка Кима, очень гладкошерстная, обнимала всегда руки человека в ППЖ, если кто подходил. Зиму не переживет. Забрали и ее. Недавно прилетевшего скелетика назвали Максом. Мы рассказывали о нем, забирали его с ППЖ. Он попал туда после смерти хозяина. После смерти хозяина он 2 недели сидел на цепи без еды и воды. И вот он у нас. Но вскоре после прилета начались проблемы со здоровьем. Стал тяжело дышать, ухудшился в одночасье аппетит, изменился стул. Передержка позвонила мне, мы быстро согласовали с ней все наши действия, и она уже неслась в клинику, где срочно его обследовали, сделали рентген легких, УЗИ грудной полости, взяли анализ крови, состояние было расценено как тяжелое. Хорошо, что было место в стационаре. Его разместили там в кислородную камеру. В грудной полости жидкости нет, но есть отек и затемнение в легких. И есть воздух в плевральной полости. Пришлось откачать этот воздух. Ну а теперь пока предварительные диагнозы, которые в процессе обследования, наблюдения и терапии надо исключить или подтвердить. Или это проблемы кардиологического характера, или пневмония, трахеит, или лимфома легких. Это нам предстоит узнать в ближайшие дни.
После стабилизации будет смотреть кардиолог. Ну а пока первые дни, пока все анализы сдаются, уже счета за 2 дня выставлены на 16 тысяч. Друзья, без вас никак. Помогайте, пожалуйста. Помогайте этому замечательному мальчишке, который навряд ли видел что-либо хорошего в своей жизни, кроме будки с цепью. Давайте его спасем. И в этой же клинике сейчас лежит другой пациент. Это наш Лукас, рыжий котик, которого спасли, откачали. С котейкой пока ситуация непростая. Поставили неприятный диагноз ФИП. Заболевание страшное, но оно лечится, и многих котеек мы вылечили. Правда, долго и дорого. Через неделю повторный анализ для уточнения. А пока Лукас тоже нуждается в вашей помощи, друзья, и нам нужна ваша поддержка. Вот бедные животные пришли, они закрытые были. Напиться не может, уже, наверное, минут 10 пьет. Сидели 4 дня, они вообще закрытые, как хозяйку умерла, увезли. И вот такие животные остались. Что с вами делать, бедненькие? А еще мы вывезли в Питер несколько кошечек. У всех трагичная судьба. Все спасены от гибели. Кого-то принесли на усыпление, кого-то выкинули после смерти хозяйки, кого-то забрали из неблагополучной квартиры. В общем, все были несчастными. В Питере кошки разъехались в разные места. Огромное спасибо волонтеру Александре. Она приняла 4 якутских сиротинушек. Саша имеет большой опыт в лечении и пристройстве кошек, и мы можем быть спокойными за судьбу этих котеек. Вот троица. Это Ромео. Я его так зову, он уже кастрирован. Все, ушки сейчас лечу, да. Так, это террористка голубоглазая, а это характерная черно-белая красота. Вот недавние съемки в ППЖ. Там ограничение посещения людей. В будни добрые люди работают, а в выходные на посещение всего 2 часа. Рабочих рук не хватает. Сено привезено, оно есть, но его некому разложить. И многие собаки без будок, без сена дрожат от холода и мерзнут, голодные. Кормление через день. Один день дают поесть четным номерам вольеров, потом нечетным. А собаки видят и, конечно же, сходят с ума, видя, как едят в других вольерах. Невыносимо смотреть в эти несчастные глаза.
Давайте спасем хоть кого-нибудь еще.